Хочу поприветствовать всех, кто смотрит это видео. Ну вот, я долго раздумывал над тем, как бы начать цикл не рассказов, наверное, даже не передач. Это запись обычного блогера. Блогера, который заинтересован в определенной теме, которую я решил сейчас каким-то образом представить в интернете. И тема эта, она, конечно, очень интересна для меня лично. Возможно, кому-то покажется, что эта тема надумана. Хотя, как мне кажется, что это есть на самом деле. В общем, я решил рассказывать и начать говорить о Хакасском ренессансе. Как ни странно, вот сейчас мы, на данный момент времени, имеется в виду мы, это хакасский народ, он переживает этот период и находится в пике развития, скажем так, именно такого явления, именно в сути этого явления, которое я сейчас называю ренессанс. Если рассматривать периоды, разные периоды развития истории человечества, конечно, нам на ум приходит, когда мы говорим ренессанс, это европейский ренессанс. И, разумеется, сразу возникают определенные параллели. Если мы употребляем термин «хакасский ренессанс», почему он именно ренессанс, а не что-то другое? И вот поэтому я хочу начать говорить именно в этом контексте. Хочу дать примеры и показать в следующих, конечно, видео, что именно в следующих видео буду говорить о том, что сейчас мы переживаем момент ренессанса. Но на данный момент времени я решил начать это говорить как заинтересованный человек, который любит ренессанс как явление эпохи, не только хакасский ренессанс, я имею в виду. Мне очень интересно было читать работу Лосева Алексея Федоровича на эту тему эпохи Возрождения. Николая Ивановича Конрада были интересные работы на тему китайского ренессанса. Очень интересные были исследования об Алишер Наваи, узбекский ренессанс. И вот именно в этом контексте тема хакасского ренессанса, она четко укладывается в схемы или в те научные факты или данные, которые показывали эти люди в своих исследованиях. Я буду опираться на работу Алексея Федоровича Лосева, в основном на его идеи, хотя наверняка есть и другие интересные концепции по ренессансу, но тем не менее основополагающей такой базой, исследовательской базой или научным фундаментом у меня будет работы Алексея Федоровича Лосева. И в контексте этих научных идей, его научных идей, конечно, я буду пытаться рассказать о хакасском ренессансе. Хакасский ренессанс — это, конечно, частный момент общего явления, который бы я назвал бы, наверное, тюркским ренессансом. Сюда бы в первую очередь я бы отнес народы Сибири. Это тувинцы, алтайцы, шорцы, хакасы, якуты. Конечно бы сюда, наверное, бы, если расширить ареал, понятие тюркский ренессанс, можно даже сказать, что это ренессанс, наверное, культуры Великой Степи, если взять ареал, территориально ареал шире. Ну вот, как-то так я начал говорить об этом. Ну и вот на данный момент я сейчас иду по городу Абакану. Это маленький городок. Тем не менее, это столица Республики Хакасия. Конечно, мы ренессанса в городе Абакане, в архитектуре внешней мы этого не увидим. К сожалению, я хочу сказать, этого не увидим. Почему? Потому что еще не пришло время. Хотя есть некоторые моменты,
некоторые моменты. Но если взять города и архитектуру современного Ренессанса, то я имею в виду материалы, которые годятся к этой теме, то наверняка можно взять Казахстан, столицу Казахстана, современную столицу Казахстана, это город Астана. Это настоящий тюркский Ренессанс. Там очень много интересных идей, и как это воплощено, и почему это Ренессанс, мы об этом говорить будем позже. Сейчас же только Хакасский Ренессанс. Но вот в данном случае я сейчас иду по улице Ивана Ярыгина. Ивана Ярыгина много знают. Это спортсмен, величайший спортсмен, надо сказать, но я хочу заметить, что он имеет прямое отношение к этому явлению. Как ни странно, да? Почему? Потому что его тренерами были хакасы. Хакасы, которые задали какую-то идею. Не какую-то идею, а идею возрождения. Каким образом? О спорте, о хакасском спорте мы тоже будем говорить потом. Сейчас я буду говорить больше всего, конечно, об искусстве. Ну и вот я хочу сказать, что я сейчас иду по улице Ивана Ярыгина. Ну и фоном сейчас покажу одно строящееся здание. Ну, этих зданий у нас в Абакане типичных таких зданий много. Конечно, это никакого отношения не имеет к искусству Ренессанса. Давайте мы посмотрим это здание. Да, вот видите, обычное многоэтажное здание. Как ни странно, да, вот абаканцы, этот народ, ну, россияне, скажем так, общим словом, абаканцы, многие абаканцы даже не подозревают, что они живут с народом, рядом с народом, с хакасами, я имею в виду, переживающие внутренне, переживающие психологически, этически и эстетически переживающий момент Ренессанса, который был у многих народов мира. Многие абаканцы даже об этом не подозревают. Я хочу показать на конкретных примерах, каким образом это явление сейчас отражается в истории культуры хакасов. Улица Ивана Ярыгина, сейчас по которой я иду, она сейчас приведет к одному очень интересному человеку, зачинателю этого явления. Это, конечно же, Катанов Николай Федорович. Улица Ивана Ярыгина у нас сейчас пройдет несколько мимо, но мы потом свернем на улицу проспекта Ленина и выйдем к памятнику Катанова. Ну вот, как раз мы сейчас уже подходим к проспекту Ленина. Вы фоном видите Черногорский парк. Да, вот улица Ивана Ярыгина. Я сейчас прохожу мимо школы номер 19. Вот эта школа. Ну и некоторые, возможно, будут сейчас задаваться вопросом, почему же я решил таким образом подавать такую серьезную тему хакасского Ренессанса в стиле плохого интернет-блогера, возможно. Ну вот, не знаю почему, я на данный момент нигде не работаю, фактически безработный, но и тем не менее решил начать об этом говорить, потому что тема греет меня давно, и есть что рассказать, есть материалы, есть довольно интересные материалы по культуре Ренессанса, хакасского Ренессанса. И, конечно, об этом кто-то должен начать рассказывать, хотя бы намеками. Пусть пока это не будет исследовательская серьезная работа, но намеками и некоторыми фактами из общего количества, которых много,
и показывая некоторые факты, мы могли бы таким образом обратить внимание, возможно, ученых, ну, тех, кто заинтересовался этой культурой, обратить внимание, посмотреть на явление хакасской культуры немного с другой точки зрения, как обычно мы на себя смотрим. То есть нам нужно посмотреть на себя как-то со стороны. Уникальность хакасского возрождения, знаете, в чем? В том, что мы сейчас, что мы переживаем это явление в данный период времени. В этом уникальность этого состояния. Когда мы говорим о европейском ренессансе, о любом другом ренессансе, мы всегда говорим как о прошлом. Что-то было в прошлом, да, были такие величайшие люди, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Шекспир, допустим, в английской литературе, Пьер Рансар во французской литературе, ну и так далее. Мы можем вспоминать многих, но это было всегда в прошлом. И мы говорим всегда как-то, да, это прошло. И уникальность данного явления хакасского ренессанса, почему я об этом сейчас говорю, это настоящее переживание, эмоционально. Мы сейчас это живем именно в этом явлении. Конечно, есть особенности каждого периода, хакасского ренессанса и свои отличительные особенности, естественно. И об этом мы тоже будем говорить. Вот на данный момент я сейчас перешел на улицу проспекта Ленина и прохожу мимо, кстати говоря, библиотеки. Юношеская библиотека «Ровесник». Вот эта библиотека. Меня сюда иногда приглашают попеть песни, правда. О ренессансе же я пока никому не рассказываю. Ну вот, таким образом, сейчас мы идем целенаправленно, движемся к Катанову Николаю Федоровичу. Мы сейчас как раз и подошли к памятнику Катанова Николая Федоровича. Давайте фоном я покажу. Вот видите, да, у меня фоном идет. Потом я более подробно покажу на видео вот этот небольшой памятник. Ну и вот, в следующее видео мы будем рассказывать о смыслах, об общих чертах хакасского ренессанса. Я буду подробно расписывать, насколько это подробно, я не знаю, но в деталях постараюсь показать смысл и признаки хакасского ренессанса. Как он себя проявляет, почему ренессанс, а не просвещение или что-то другое. И вот поэтому мы будем говорить дальше в следующих видео. Мы сейчас снимаем памятник Николая Федоровича Катанова, который стоит рядом с Хакасским государственным университетом. Университет — это с торца, а с улицы вы увидите следующее изображение. Ну и вот сам памятник. Постамент небольшой такой. И Катанов Николай Федорович, вот, этот постамент стоит как раз на улице Ленина. За постаментом 9-этажное жилое здание, и тут книжный магазин рядом. Ну и вот мы сейчас находимся как раз у дверей Хакасского государственного университета Николая Федоровича Катанова. Я покажу просто внешне это здание, как он выглядит. Для тех, кто не знает, ну, суть не в том, как выглядит университет, а в самом символе этого человека. Иначе говоря, Николай Федорович Катанов, конечно, это ученый, человек, который задал основную идею движения и сути хакасского ренессанса. То есть, иначе говоря, это знание. Это знание, это понять этот мир, исследовать этот мир. И символ Николая Федоровича Катанова — это тот зачинатель, это величайший человек, это зачинатель символического наполнения ренессанса, хакасского ренессанса, суть которого, конечно же, научное знание. Мы об этом будем говорить позже.